Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Стратегическим указом о развитии единой системы образования глава республики Айсен Сергеевич Николаев определил приоритетную цель повышения качества единой системы образования к 2030 году. Как выстраивается работа по выполнению пунктов указа главы, мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Нургуна Соколова, министр образования и науки республики Саха-Якутия. Нургуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем вызвано вот это издание этого самого указа, о котором я сказал. Ну, во-первых, это стратегия развития отдельных отраслей на определенное время. К каким эффектам, показателям необходимо стремиться и реализовывать какие-то мероприятия для достижения этих целей. Да? При этом нужно упомянуть, что Айсен Сергеевич, начиная с прошлого года, утвердил 9 стратегических указов. Первый из них был, конечно же, это доходная часть нашего населения, борьба с бедностью. Ну и второй, третий – это здравоохранение и образование. Поэтому очень, я считаю, значительно то, что в тройке приоритетов нашей республики Айсена Сергеевича лично – это система образования. Знаю, что в рамках реализации этого самого указа был создан так называемый проектный офис. Что это такое, для чего он нужен? Ну, проектный офис – это управление в целом теми проектами, мероприятиями, которые отражены в указе. Да? При этом есть есть основной проектный офис, который возглавляет наш курирующий заместитель председателя правительства Семенов Анатолий Аскалонович. Да? Ну и мы, как руководители министерства, являемся руководителями отдельных проектов. Да? При этом проекты же, они распространяются и на муниципалитеты, на школы наши, детские сады, да, центры доп. Образования, колледжи и техникум, вузы. Поэтому, конечно, участников проектного офиса здесь у нас много. При этом в каждом улусе должны создаваться проектные офисы для того, чтобы реализовывать на местах те проекты и процессы, которые описаны в стратегическом указе. Знаю, что состав вот этого самого проектного офиса одобрил портфель документов. Что это за портфель, какие документы в него входят и, собственно, для чего это нужно? Если указ – это, значит, посылы для развития отдельных направлений, да, то, значит, портфель проектов – это комплекс, значит, проектов, где сведены все проекты, которые необходимы для реализации этого стратегического указа. Так? Таким образом, у нас в стратегическом указе 177 под номером да, по образованию всего 23 проекта и процессных мероприятий. 17 из них это проекты, а 6 это процессные мероприятия, то, которые ежедневно у нас в принципе работают, но требуется наладка их для достижения определенных целей. Да? Но при этом я бы хотела также обозначить, что наше министерство также является соисполнителем и других 5 стратегических указов. Прежде всего, это, конечно, то, что касаемо кадровой обеспеченности отраслей. Да, будь то агропромышленный комплекс, либо местное производство, да, либо здравоохранение, в этой части, конечно, обеспеченность кадрами, оно влияет на достижение стратегических целей. Да, поэтому обязательно, значит, наша система образования в них присутствует. Также я бы хотела здесь сказать, да, что в реализации этих проектов у нас в проектном офисе основные держатели пакета акций, так скажем, да, наши институты развития. Да, это и Институт развития профессионального образования, Институт развития образования повышения квалификации Донского второго, это Институт новых технологий, наши ресурсные центры «Юные якутяне», «Сосновый Бор», Малая академия наук. Ну, я, наверное, буду перечислять. Это ответственные как раз-таки структуры, которые непосредственно участвовали в стратегии, да, и самое важное, сейчас работают над реализацией этих проектов. То есть практически все крупные образовательные учреждения? Все наши подведомственные учреждения, которые ответственны за отдельные отрасли. Нургуна Афанасьевна, я все-таки сказал про то, что это портфель проектов, то есть там не 10, не 20, я так понимаю, различных направлений. Все мы обсудить в любом случае не успеем. Давайте хотя бы о некоторых из них, о 2 основных. Какие это проекты? Ну, я бы очень даже, скажу так, амбициозные и напрямую как бы не связанные с системой вот школьного либо там колледжного образования, да, это акселератор 20. Да, допустим, проект. Это обучение взрослого населения.
При этом не просто значит, каких-то специалистов, да, а это управленческий потенциал нашей республики. Нашей целью является развитие отдельных отраслей, значит, привлечение туда, так скажем, такого стратегического менеджмента, да, в управлении этими предприятиями для того, чтобы экономика нашей республики в этих отраслях, конкретно в этой сфере, да, значит, развивалась. Вот, допустим, мы недавно заключили соглашение с университетом Цинхуа Китая, да, где мы намереваемся со следующего года обучать порядка 20 специалистов отрасли. Да, и первая отрасль, которую вы выбрали, это технологическое предпринимательство. Да, те лидеры, значит, развития технологий, которые бы здесь, в республике, потом реализовывали свои проекты под заказ предприятий. Так, при этом мы предполагаем, что это не просто высший менеджмент отдельных предприятий, да, но и система образования в том числе. Это профильные школы, это институты, это колледжи, которые реализуют, подготовят кадры. Да. Соответственно, плюс, конечно, обязательно основная масса этих слушателей будет из отрасли, непосредственно работающих. Ну и второй проект, который я бы хотела тоже анонсировать, это карта юного жителя Якутии, да, аналог пушкинской карты, но уже применительно для наших подрастающего поколения. Да. Если ребенок пришел в 1 класс, то гарантированно он должен получить карту юного жителя Якутии, да, и до 13 лет ежегодно по 5000 в этой карте будет, которым он может пользоваться на интересных для него и перспективных кружках и секциях, а в будущем мы планируем его расширить также на музеи, театры, значит, спортивные какие-то мероприятия, секции и так далее. Да? Поэтому очень интересный проект. Мы надеемся, что в этом году мы к концу года уже начнем реализовывать этот проект. То есть 5000 рублей на кружки и секции – это экономия для родителей, насколько абсолютно верно. Иргон Афанасьевна, мне еще интересует, правильно я понял, что вот эта вот система, вот эта вот стратегия развития направлена на то, что мы готовим кадры исключительно под требования экономики? Да. Тогда давайте поговорим еще немножко про высшее образование. Вот меня интересует, я отметил, что это единая система образования, высшая ступень высшего образования. Насколько я понимаю, ее же ждут в следующем году значительные изменения в нашей стране. Это же тоже как-то отражено в стратегии развития 2030? Да, стратегия развития, она развитие единой системы образования предполагает еще бесшовный переход из уровня в уровень. Ну, конечно же, тут высшее образование одно из главных звеньев. При этом в нашей теории вот, стратегия, она не должна заканчиваться выпускником вуза. Да? И продолжение образования взрослого человека также заложено. Так? Системой образования вот, по персонифицированным значит, образовательным маршрутам мы предполагаем охватить 80% наших обучающихся, будь то и дошкольник, и студент вуза, да? И плюс еще 40% взрослого населения, которое тоже проходит образовательные курсы, да, либо переподготовку, либо тоже кружки и секции для взрослого населения. Так? То, что вы говорите, модернизация высшего образования, оно коснется, да, значит, многих направлений. И, у нас в республике, да, мы уже работаем над тем, чтобы наши вузы стали активными участниками образовательного процесса внутри школ. Да, чтобы и подготовка к олимпиадам, конференциям, и к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, да, было в том числе при участии нашей профессуры, доцентов, ну и наших кафедры университетов. Иргон Афанасьевна, давайте еще немножко про детей поговорим. Есть пункт в указах для создания возможностей добиваться личного успеха и для развития детей. Какие возможности для личного успеха мы сегодня готовим для нашего подрастающего поколения, кроме вот той самой карты для секций и кружков?
Я вот уже обозначила про бесшовный переход из уровня в уровень, да, при этом мы должны дать возможность выстраивать свои образовательные траектории для наших обучающихся. Да. У каждого ребенка есть свои возможности, потенциал, таланты, которые мы должны развивать. Да, при этом выбор этих кружков и секций, да, профиля подготовки, в будущем поступление в колледж, да, какие и так далее, здесь наша система должна помогать нашим обучающимся. Ведь не секрет, что зачастую при анализе мы фиксируем то, что в колледж либо в вуз приходят учиться, на вопрос, откуда вы узнали про эту профессию, про этот университет, отвечает, что это посоветовали родители, либо пришел с другом. Да? А потом далее профессиональное образование испытывает трудности. Да? Потому что академическая неуспеваемость, да, был он, допустим, гуманитарием, а пришел в техническое направление, конечно, ему будет сложно учиться, да, при этом выбор будущей профессии, так, очень важное значение, поэтому в указе стратегическом мы уделяем большое внимание профориентационной работе, да, при этом профориентационная работа на протяжении всей образовательной ступени. Начиная с детского сада буквально. Начиная от детского сада, а более углубленно это, конечно, 6 класса. Мы с прошлого года перешли на единую федеральную профориентационную сетку, так скажем, да, стандарты. И есть 3 уровня ступени для профориентации. Да, базовый, когда по старинке наши педагоги, классные руководители рассказывают про отрасли, про профессии. Да, но в помощь педагогам нашим пришли инструменты. Это портал, значит, и по четвергам «Россия. Мои горизонты», да, такое внеурочное занятие. А далее перспективный уровень – это получение рабочих профессий, уже будучи школьником. Да? И вот как раз-таки наш проект, который уже реализуется, это проект «Моя первая профессия». Ниргуна Афанасьевна, я понимаю, что за год было проделано много работы, в том числе и по вот этому указу, о котором мы сегодня говорим. Середина декабря немножко рановато, но тем не менее. Давайте коротко подведем итоги уходящего года для системы образования. Каким он был? Ну, раз мы сегодня говорим про стратегический указ, то, конечно, это новые проекты, которые вошли уже в систему образования. Вот я уже отметила, моя первая профессия, и в этом году 1200 школьников записались на первую профессию. Да, более того, значит, 421 из них уже получат профессию в этом году. Да, у нас стратегия, чтобы каждый выпускник старшего классов при выпуске имел еще и рабочую профессию. Да? Ну и второй проект, который тоже реализовался, это учебный центр с применением дистанционных технологий, когда мы помогли нашим выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию в виде формы ЕГЭ. В этом году 1200 школьников записались на этот учебный центр, да, и продолжает обучение. Если мы говорим об успехах, то на следующий год, начиная с этого года, мы выиграли в 3 федеральных конкурсах, и на протяжении этих 4 лет будет построено на 700 мест 6 лагерей в нашем городе Якутске и в Улусах. Да? Это новые места для летнего отдыха, качественное, хорошее исполнение. Это наши чемпионы, значит, профессионального мастерства, которые вот в ноябре, буквально несколько дней назад, да, приехали из Санкт-Петербурга с победами. Это наши школьники-герои, которые своим героическим поступком, значит, спасали людей. Да? Это и те, конечно, успешные наши выпускники, которые смогли реализовать свою мечту и поступить в вузы и колледжи, которые они бы хотели. Ну что ж, действительно, успехи впечатляющие. Я уверен, что все, что мы сделали в прошлом году, обязательно найдет свои плоды в следующем. Ниргуна Афанасьевна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.